Все, доброе утро. Проснулся, погода хорошая. Только я в тенистой стороне. Солнышко вот там, придет не скоро. До этого места. Все, сейчас собираюсь, еду дальше, наверх. Птички поют, весна. Классные у них дома у тибетцев, мне нравятся вообще, такие добротные, красивые, украшают их. Ох, погода вообще классная. Ну все, поел, не оставил, посидел тут с ребятами местными. Чай отпился, сейчас поеду дальше на подъем. Фух, аж жар бросило. Всё. Вот, мне до G317 надо ехать, потом направо по ней, еще 100 километров до нее. Тут виноград вон возделывают.
Хороший здесь климат. Это долина Дамба. Уже заканчивается почти. Весна в тибетской деревне. 싱크로. 시구아? 싱크로. 아, 오케이. 싱크로. 오케이. 싱크로. О, все, very good. Давай, счастливо, бай-бай. Вот башни стоят как раз на входе в ущелье. Вот эти они сторожевые, оборонительные башни. На Кавказе тоже так же.
Принцип один. И давали также сигнал где-нибудь там. Ну, сигнал огнем или дымом. И все по всему ущелью. Предупреждение пошло. Враг близок. О, Михаил! Рыбак. Поставил удочки, он поднимается. Оу! Hello. Оу! О, Нихао. Нихао. 出来啦。 Да, вон хожу, смотрю кругом.
Все, сейчас чуть-чуть отдохнул, мьянгтяо покушал, чайку попил, сейчас заезжаю ноут. Ой, вот. Сейчас поеду дальше уже на ночевку. Да, я снимаю вон кино. Все, спасибо. Вот так вот. Мьянгтяо, very good. Вот. Сейчас иду ищу место, палаточку. Сегодня проехал всего 50 километров. Как-то спешить здесь не хочется. У меня будет достаточно мест, где можно будет ехать быстро. Здесь я не хочу спешить. Здесь я хочу отдыхать. Доброе утро. Ох, на солнышко уезжаю. О. Ох, наконец-то. Ох, в ущелье морозец. Легенький такой. Ох, сразу жарко стало. Я сейчас доехал до городка Джинхуан. Одноименное название от реки. Или река по городу. Ну, скорее наоборот. Ох. Да, солнышко уже кочегарит нормально. Ля-ля, оу. 47 километров до G317, до перекрестка. Ух, сейчас жарко станет. Уже надо куртку снимать. Все склоны белые. Цветет. А что цветет-то? Типа миндаля что-то.
А вот и ответ, что цветет. Опа. Что они тут мед продают? Винишко. Мед хорошая тема, только здесь покупать дороговато будет. Тут все на туристов рассчитано. Я бы давно мед не ел. Хотелось бы добавить его в свой рацион. Все так же экспериментирую пока с питанием, что хорошо влияет, что плохо. Лапшички я переел, опять чувствую. Лапшичку надо в меру. Но точно не 2, не 3 раза в день, как я вчера поел. Вчера вот мне плохо вечером было. Сейчас в деревушку одну зашел. Хочу к башне подойти. Тут вообще непонятно откуда. У местных спрашиваю, откуда, как подойти. Нет, отсюда. 你可以上这房上面去。 А, оттуда? Сейчас. Ну я отсюда перелезу сейчас. Ока. Опа. Оп. Вот тут туда, да? Ока, ока, все. Ладно, полазим по деревушке. А что здесь заброшено-то у них? Башенка, как к тебе подойти? А, во, вижу. Вон лестница. Лесенка идет. Мне нравятся такие места. Оно не туристическое, ничего не вылезано здесь. Все дикое. Опа, сарайчик. О. Ну что, полезли? Че, отсюда? Это уже башня получается, тут лестница, что ли? Там закрыто. Сейчас. Неохота где-то. А, это в сарай вход. Ну ладно, чё. Хотя не, надо забраться сейчас.
страшно. Ступеньки-то деревянные. Ну тут сарай, там не в башню вход. В башню вход там с другого двора. Здесь я лезть дальше не буду. Если отсюда, с этой стороны, посмотреть. Здесь тоже, опа, тоже не подойти. О, как раньше строили-то все, да? Тяжело подойти к башне даже. Не то чтобы ее взять, еще надо к ней подойти. Тут лабиринты такие. Раньше все с умом строили. Все народы. Только все забыли уже. Ну, в какую-нибудь другую башню потом зайду. Да, бери, живи, благоустрой, да, каркас есть, ремонт сделать, и все. Можно жить, не тужить, жену найти, все чики-пуки, детей рожать, виноград выращивать. Что здесь тут еще? Все, very good. Вот оттуда туда, да? Вот отсюда. А, понятно. Надо оттуда ходить. С краю. Ну, ока, тогда я вот так вот пойду. Ока? Ока. Это пускай здесь стоит. Вот это. Пойдем туда. 一个人， Ига, я. 那个嘛， Не, я 那 Ига. 个本儿嘛， Ига. Я будку он дали. Он оттуда, да, туда. Шух. 哦， Ну, ока. 那叫啦，哦， А, ну вот, получается, надо ход конем просто здесь делать, как всегда. Если хочешь куда-то попасть, надо всегда ход конем делать. Сюда, да? О.
Сюда? Ну, в нее, походу, не получится саму попасть. Там она со двора вход. Ну, а тройная башня, чтобы в нее не попадали, да? Да, тут заброшек столько. Ну ладно, давай спускаться. Впереди еще у меня много Тибета. Может, удастся забраться куда-нибудь. Оп. Фух. Весна. О. Да вас так. Мой велосипед уже оккупировали. О, 这是安心作用， да, very good. 它负荷量大。 Орасы, сейчас туда. 三爷，你在当导游，你给我们翻译一下，看他说的啥子？它是我想它没贵的，它俄罗斯。起来，快点让他在一起瞧，就他脑子说的行，你给我们翻译一下。 Ну все, надо ехать дальше. Малышку угостил бананом, мандарином. 你多香，你看。 Все, вам все. Спасибо. 谢谢。 Оп. 要走了。 Бай-бай, бай-бай. 这个他不说的清楚看。这个说的清楚。 А мы дальше дорога идет. Сейчас туда. Бай-бай. 拜拜。 Такие добрые. 哦，拜拜。 Зайти. 再见。再见。 Ну все,谢谢. Зайти. Все, подштанники уже снял. Жара. Уже и в этой водолазке жарко. Я, кстати, фотки-то посмотрел. В Facebook же выкладывает фотки, что было год назад, что было 2. У меня 2 года назад показывает в Осетии. В Беслане, когда был. Я в этой же водолазке был 2 года назад. Кавказ в ней штурмовал. Но это не водолазка, это термоводолазка, да. Она хорошая. Люблю ее. И вот уже больше 2 лет она мне в дороге служит. У меня вещи всегда долго служат, в принципе.
Я одну возьму хорошую, и она мне много лет. Даже вот в условиях такой тяжелой эксплуатации они мне долго служат. Ого, какие каблуки прикольные. Иногда так скалы нависают над дорогой, прям жутковато. Вот сейчас вот еду, уже привык глаз вот к такому пейзажу. Не так ценишь, не так ощущаешь. А вот потом, когда буду уже сидеть дома, может быть, смотреть фотографии, буду офигевать сам от фотографий. А сейчас как-то уже все, привык глаз просто. Всегда так. Вот это парадокс нашей человеческой жизни. После юзания проводов на морозе, на холоде, накрылись они. Треснули, видимо, когда их сжимаешь. Где-то трещина пошла, и один, и другой причем. Надо будет новый нарыть. Йоу! Привет! Тибетцы такие открытые люди. Нифига, ребят, здесь обезьяны есть. Обалдеть. Я смотрю, что там такое лезет. Макаки вон. Видно, нет? Малыш! Обалдеть. И вот уж не думал, что здесь макаки есть. Иди сфоткаемся. Ты чё? Я столько сюда поднимался ради тебя. Всю жизнь тебя искал. Фу. Ну они здесь дикие, это вам не тайские макаки. Попрошайки. Здесь они те по башке камень кинут, мало не покажется. Он сел, смотрит. Он дорогу перебегал, потом поднялся. Может еще кто-нибудь перебегать, не? Тормоза скрипят, что-то надо подправить чуть-чуть. Вот с детенышем сидит. Кричит. Сигнал дает. Опасность, опасность. Чаваш Шуревич рядом. Тут их много там, вон на одном камне сидит. Да, здесь палатку поставишь по незнайке, забьют же камнями.
Опа, туннелька. Как я соскучился по ним уже, как по родным. Ух, и холодом оттуда веет, а. Ой. Приоделся чутка. Пыльновато здесь-то. Здесь украинский флаг. Скучаю я по Украине. Вот цвета здесь. Ох. Киев, Киев. Львов, Львов. Гулял ночами. Пиво пил. Да, у меня, кстати, мысль назрела проехать Украину на велосипеде. Автостопом я ее почти все объездил. Хочется на велосипеде, это совсем по-другому. О, 3 километра закончились. Впереди еще 2. Ох, как тепло-то на улице, оказывается. Свобода! Ох, тепло как! Что здесь, ГЭС собираются строить? По ходу дела. Вот этот туннель вообще классный. Кольца не поставили, туннели новые совсем, потому что ГЭС будет. Пробили недавно. Прям как в пещере, мне нравится. Ну все, я вылетел из туннеля, даже поворот профукал. Мне вот туда сейчас направо получается, а дорога идет дальше, вот вглубь Тибета. Возвращаемся назад. Сейчас надо покушать, кушать хочу, Wi-Fi найти. Фух, сейчас заехал покушать. Как раз все заряжаю, вон ноутбук заряжаю, телефон. 牛逼不牛逼？对面牛逼不牛逼？锤子我自己打的好吧？ Вот что китайцы гамают. Вот в наше время в Counter-Strike играли. Это уж совсем не то. Ну все, сейчас дорога повернула на восток опять. Километров 100 мне ехать на восток. Не 100, там 80. И потом вот этот G317, а потом на север на S209. Но завтра уже на север поверну. Ближайший город Баркам будет, там, километров 30 до него, наверное. Дорога что-то стала, асфальтик такой плохой. Бывает-то хуже, конечно, да. Что-то прям трясет. Я еще чая попил зеленого, и меня прям в транс вводит. Здесь в наушниках надо всегда ездить, меня просто эти гудки
Тут гудят, меня раздражает. На поворотах, везде. Поэтому я в наушниках. Ух, меня что-то укачало на этой дороге. Сейчас я проехал уже 83 километра. Уже нужно думать о ночлеге. Можно прям с дороги покрутить на хорошую дорогу. Сансару. Вот сейчас заехал еще в этот пообедать, ой, поужинать перед этим, перед ночлегом. Такое интересное тибетское заведение. Вон барабаны висят, перец, такой интересный антураж классный, народный стиль классный. И вот пельмешек каких-то интересных, ни разу не ел такого, попробовать надо. Все вот здесь делает хозяйка сама. Печка вон травяная. Классно. В общем, мне женщина предложила переночевать здесь на втором этаже за 30 юань. Здесь вот такая маленькая гостиничка. Wi-Fi есть, розетка есть. Думаю, почему бы и нет. Тем более в таком стиле, там барабаны висят. Такой шаманский стиль, ну покажу потом. Сейчас вещи подниму, ноги помою и все. Отдыхать. Вот сейчас ноги мою. Все, вещи поднял уже. Так, ну вот номерок. Блин, вот эта вещь. Шаманские бубны. Мне дали ведро с теплой водой. Сейчас пойду душ принимать. Нормально. Простернуть чуть-чуть, взял вещи тоже. Оба. В туалете тут. Ох, что горячая, чуть нормально, что живем. О, хорошо. Окей. Сейчас чуть-чуть простернуть сейчас, и вообще все будет в ажуре. Сюда поставим. Некоторые думают, что за белый здесь ходит, стирает здесь. Запряглись, что ли, его в рабство тут взяли. Тут, наверное, белок только в кино видит.
американских. Ну, видят, конечно, иногда, но редко. Оказывается, белые такие же люди, как и они. Со своими тараканами только. Вот сейчас все в ажуре. Ну, сохните, мои дорогие. Отдыхайте. Вы это заслужили. Мне нравится здесь такой балкончик. Лучше, чем в каких-то замыленных гостиницах. Тут все как-то по-домашнему. Как будто в гости пригласили, ощущение. Хотя я не знаю, удастся ли мне в гостях здесь побывать. Я ведь сам скромный, не напрашиваюсь никому. Хотя мог бы, но я как-то отказываюсь сам. Поэтому хоть так почувствовать. Может, на бубне сегодня сыграю. Блин, классная вещь. Только ради этого здесь можно остановиться. Такой сарай, конечно, здесь, но это фигня вообще. Меня это вообще не волнует. Наоборот, мне здорово. Я же уже говорил, лучше замыленных. Чердачок там. Главное, чтобы крыс здесь, мышей не было. Хотя и с этим пофиг. Так, надо за кипяточком сходить. Все, уже разлился. Распаковался. Лежу под толстым одеялом. Здесь прохладно. На улице даже теплее чутка. Капец, там крыса сейчас пролетела. Как обезьяна, которую я в горах видел. Здоровенная. Ну ничего, у меня есть шаманский бубен, я постучу, и все пройдет. Это экстремальный туризм называется. Это специально для экстремалов. Люди же любят острые ощущения, платят большие деньги за это, вот типа того. Ночевка с крысами. Ну, главное, чтобы они не бешеные были, не дикие. И у меня, чтобы ничего не прогрызли там. Это была группа 2517 на телеканале РЕН-ТВ. Программа «Соль» с вами. До встречи. Сейчас серию клепать. Лично, когда есть Wi-Fi, хорошо так. Можно сейчас посты делать в Инстаграме, нормально описывать. Здоровенно. Ну ничего, у меня есть шаманский бубен, я постучу, все пройдет. Это экстремальный туризм называется. Специально для экстремалов. Люди же любят острые ощущения, платят большие деньги за это, вот типа того. Ночевка с крысами. И главное, чтобы они не бешеные были, не дикие. И у меня, чтобы ничего не прогрызли там.